украинец в Крыму, какой-нибудь там общественный деятель, общественный деятель, который говорит, выступает постоянно, имеет аудиторию, там, блогер, там, не знаю, кто-то еще. Ты меня слышишь? Да-да-да, вот в общем. Вот Меня слышно. этот блогер, там, общественный деятель говорит публично, встает или там индивидуально кому-то говорит, что любой украинец, который живет на территории оккупированного Крыма, Донбасса и так далее, имеет, Мариуполя, имеет полное право работать в оккупационной системе, быть сотрудником, ФСБшником может быть, ЦПшником может быть, в прокуратуре, в судебной системе, может идти голосовать, депутатом стать вместо вот этого созыва и так далее. Скажи мне, он предатель или нет? Только Смотри, честно скажи, искренне скажи. опять же, в Крыму, вот в оккупированных территориях, где идет война, где идут военные действия. Хорошо, ты это сейчас скажешь, но сперва он предатель или нет? Мы сейчас про Да, Украину. да, там он предатель, Да. конечно, он считается предателем. Теперь Он давай предатель дальше. элементарно по тому же украинскому законодательству, он предатель. Он это Все. знает. Есть законодательство украинское. Это украинское законодательство его уже определило Все. как предатель. Давай Но дальше. его не будет никто подрывать, и не будет никто его Мы из-под сейчас не тишка говорим там про ножом. подрыв. Его поймают, украинские ВСУ, когда его поймают, осудят и посадят в тюрьму. Понимаешь? И, и это нормально, это правовое государство. Хорошо. Тогда Если тебе вот... Да. вот давай этот вопрос перенесем теперь на нашу ситуацию сегодня Да. в Ингушетии. Я, во-первых, я не слышал, чтобы Хамзат позволял, прям говорил, вы можете идти в структуры там, ФСБ. Если он так сказал, то это ошибка, это неправильное мнение. Если он так сказал, то это ошибка, это неправильное мнение. Если он так сказал, то это ошибка, это неправильное мнение. Но также Он я так против. говорит, когда позволяет людям. Ну, ты знаешь, кто говорит еще, да? Мы, когда в личке общались, там, тебе говорят, кто говорит. Те имамы, которые это Ты позволяют, встаешь. да, и те имамы, которые позволяют, это, конечно же, ошибка, потому что есть десятки ученых, признанных ученых ислама, которые запрещают работу в структурах власти, даже сегодня, вот, которые мусульманские страны, даже в них они ее не позволяют, потому что там чрезмерное принижение достоинства против простых жителей и так далее, и так далее. Это ингуш Тамерлан Далтмурзиев, командир отделения оперативного взвода ОМОН, участник освобождения села Ведено в 1996 году. Получил ранение в городе Грозный в 2000 году, воюя против федеральных войск, позже от полученных ранений скончался. Ингуши Гаракоев Алаудин и Гаракоев Адам, два брата, стали шахидами в Чеченской войне. Алаудин пропал без вести в боях за Бамут, Адам также пропал без вести в боях за Грозный.
В то время как, по данным чеченских вооруженных сил, все подступы к Грозному закрыты, российские подразделения Министерства обороны и внутренних дел понесли первые потери на территории соседней Ингушетии. Там заполыхали 30 единиц техники. Министр обороны Павел Грачев, комментируя эти инциденты, заявил, что все это делалось с явного согласия руководства Ингушетии и при участии спецчастей МВД этой республики, открывших прицельный огонь по военнослужащим.